Жарандык кодекске өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү демилгесин Жогорку Кеңеш менен биргеликте коррупцияга каршы күрөшүү ишкердик кеңешинен сунушталып жатат. Бул мыйзам долбоору насыя алган жана берген тараптардын ортосундагы жаралып жаткан көйгөйлөрдүн чечими боло алабы, боло албайбы? Түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышында биз ушул маселени талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Сиздерге студиябыздын меймандарын тааныштырып кетели. Кыргызстан банктарынын биримдигинин юристи Чолпон Самсалиева жана коррупцияга каршы күрөшүү ишкердик кеңешинин эксперт Өмүрбек Закираев келген. Студиябызга кош келипсиздер. Өмүрбек мырза, суроону сизден баштайлы. Бүгүн ушул сиздер демилге көтөрүп атасыздар Жогорку Кеңеш менен биргеликте жарандык кодекске өзгөртүү киргизүү маселесин. Бул көтөрүп жаткан демилгеңиздер насыя алган жана берген тараптардын ортосундагы жаралып жаткан көйгөйлөрдүн чечими болот деп кепилдик бере аласыздарбы? В соответствии с программой, которая проводится благодаря ЮСАИДа, Антикоррупционный деловой совет Кыргызской Республики вносит предложение в изменении законодательства по Гражданскому кодексу, это в части залога. Дело в том, что в последнее время участились случаи, когда заключаются договора залога, вместе с договором залога одновременно заключается соглашение о внесудебном порядке взыскания имущества. Все мы знаем, что согласно Конституции собственность любого гражданина, физического и юридического лица, изъятие этого имущества не допускается без решения суда. В настоящее время вот это внесудебный порядок в принципе нарушает эту норму Конституции. Почему? Потому что изъятие имущества должно быть произведено только по решению суда. Мы считаем, что вот это соглашение, которое было включено в изменение в 2007 году, в принципе нарушает права граждан. Почему? Потому что изымается имущество в внесудебном порядке, что не соответствует нашему законодательству, то есть основному закону Кыргызской Республики. Поэтому мы поставили вопрос внести изменения в Гражданский кодекс, в закон о залоге, чтобы устранить вот эту норму, то есть изменить закон путем исключения этой нормы о внесудебном порядке. Мы считаем, что это дело касается не только банковской системы. Дело в том, что очень много людей, которые дают кредиты, это не только банковские банки, это кредитные учреждения, это микрокредитные организации. Сейчас очень много физических лиц. Если мы посмотрим, например, объявление, да, очень часто написано, да, даем доллары, да, под залог, да, правильно, да? Естественно, вот этот внесудебный порядок нарушает вот этот принцип, конституционный принцип о взыскании изъятия имущества в внесудебном порядке. Что касается, в чем же заключается наше предложение? Мы, в принципе, изучив материалы гражданских дел, пришли к выводу, что вместе с договором залога обязательно требованием банка является, и не только банка, но и кредитных учреждений, и также физических лиц, одновременно заключается договор залога и договор о внесудебном порядке. То есть в случае, например, неисполнения или ненадлежащего исполнения, то есть ненадлежащий порядок уже залогодержатель сам устанавливает, что он имеет в виду под ненадлежащим исполнением. То есть, минуя собственника, залогодатель имеет право, залогодержатель имеет право обратить взыскание на имущество, то есть он ее может продать. То есть фактически получается захват имущества, если вот так говорить, минуя собственника. Поэтому таких практик очень много было, и сейчас они существуют. У нас очень много примеров, когда собственник даже не знал, что его имущество уже продано, и приходит новый хозяин и ставит вопросы о выселении. То есть вот такие очень много вопросов возникают. Вот мы с банками не раз проводили обсуждение вот этого нашего нововведения, но банки все время ссылались на то, что имеется, например, в других странах тоже внесудебный порядок. Но если мы посмотрим внимательно,
Там есть, да, внесудебный порядок. Это, во-первых, внесудебный порядок может быть установлен в самом в договоре о залоге, это раз. Во-вторых, это может быть соглашением установлено, но при этом существует ряд норм, которые защищают права собственника. Такого, значит, перечня у нас, к сожалению, нет в нашем законодательстве. Поэтому мы считаем, что в целях, чтобы все законы соответствовали нормам Конституции, значит, исключить эту норму из закона Гражданского кодекса в части внесудебного порядка и в законе о залоге. Вот наши вот. Коррупциялык иштер болбойбу бул нерседе? Ну, здесь это коррупция. Здесь дело в том, что многие значит, дела суды просто закрывают дело. Не то, что закрывают свои глаза на то, что идет фактическое изъятие имущества. Естественно, тут и есть, мне кажется, признаки коррупции в этом деле. Поэтому считаем, чтобы как бы одним из наших доводов это считается, что если мы такой вопрос поставим, то мы один из признаков коррупции мы можем искоренить в части, значит, изъятия имущества у собственников. Фактически я могу сказать, что это есть такое понятие рейдерство, если вы знаете, да, рейдерство. Вот в литературе существует, значит, рейдерство белое, рейдерство серое и рейдерство черное. Вот черное – это когда идет отъем имущества, значит, бандитским способом. Серое – это когда, значит, совместно с криминалом и какими государственными структурами идет отъем имущества. А вот это белое – это с помощью судебных актов, потому что в законе очень много пробелов, на которые адвокаты, юристы находят способ, чтобы изъять это имущество. Поэтому мы считаем, что это один из видов рейдерства. Бул койбой кичине чечилип жүрүп кетерине ишенбей атасыздар да. Конкреттүү кандай маселелерди айтасыз ушуга? Рахмат. Эң биринчиден сизден анан телекөрүүчүлөрдөн уруксат берсеңиз орусча сүйлөйүн, мен дагы кечиресиз. Ну, по этому поводу мы действительно проанализировали вот эту законодательную инициативу, которая была предложена антикоррупционным деловым советом, и проанализировали основания, причины, которые послужили разработке этих проектов законов. И, честно сказать, мы не согласны с проектом закона в целом. Мы не видим в этом проекте закона, скажем так, как то, что этот проект закона станет решением проблем борьбы с коррупцией, да, скажем так, поскольку здесь четко, вот у меня справка об основании, здесь говорится, что целью проекта является выявление коррупционных факторов и норм, которые создают возможность для совершения коррупционных действий или принятия внесудебных, я подчеркну, и судебных решений по выводу средств и рейдерскому захвату собственности, а также выработке рекомендаций, предложений по их устранению. Мы считаем, что вот отмена внесудебного взыскания имущества, значит, она, наоборот, мне кажется, будет еще в большей степени послужит росту коррупции, ну, или, по крайней мере, не устранит эту проблему как таковой, потому что ее, в принципе, в отношении банковской системы, а я представляю банковскую систему, и у нас есть в членах Союза банков некоторые микрофинансовые учреждения крупные, Значит, в принципе, я не вижу коррупциогенных факторов и явных таких коррупционных схем, которые бы имели место быть. На сегодня, по-моему, вот информации, по крайней мере, я не слышала об этом в средствах массовой информации, что в банках применяются какие-то коррупциогенные схемы, связанные с изъятием имущества, что банки занимаются белым рейдерством. Мне кажется, вот эта аналогия, она вообще некорректно применена в отношении банков, потому что если даже обратиться к литературе, белое рейдерство – это запланированный захват компании. Понимаете? В данном случае у банка нет интереса забирать недвижимое имущество, залог, да, в данном случае, потому что во-первых, надо отметить, есть специфика деятельности банковского сектора. Вот, к сожалению, очень часто, когда принимаются какие-то законодательные инициативы, они не учитывают специфику деятельности банков.
Банковская деятельность – это лицензируемый вид деятельности. Чтобы осуществлять эту деятельность, нужно получить лицензию надзорного органа. Это Национальный банк. Если ты получаешь эту лицензию, то ты должен следовать определенным правилам, требованиям, которые устанавливает Национальный банк для банков. Есть правила. И в отношении недвижимого имущества есть определенные ограничения для банков. Например, банки не могут просто взять залог, да, обычно, и применить своей операционной деятельности, то есть использовать его для своей профессиональной деятельности, да, для банковской деятельности, вот так просто. Да. Если, например, ты обычный гражданин и выдал займ, Байке уже сказал, что очень много у нас так называемых ростовщиков сейчас, которые выдают займы под процент и берут в залог, да, недвижимость. Вот в отношении них нет никаких правил. Они могут эту недвижимость взять и потом жить в ней, сдавать ее, что угодно с ней сделать. С банками здесь все не так. Правила устанавливаются такие, что, во-первых, банк не может более 2 лет удерживать это недвижимое имущество, как залог, как прочую собственность, да, которую он уже взыскал в счет погашения кредита. То есть, получается, банк обязан принимать все меры для того, чтобы реализовать это имущество. Это тоже расходы. Помимо этого, не учитывается то, что Национальный банк устанавливает для банков, если, например, уже возникает 90 дней просрочки, вот, то есть 3 месяца заемщик не платит, не идет навстречу, не погашает кредит, да, не находит никаких вариантов, то банк вынужден формировать резерв, называется так, резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков, который формируется в размере 100% от стоимости кредита. То есть вот я, например, банк, вам выдала 100 тысяч сомов, вы мне эти 100 тысяч сомов не погасили, 90 дней прошло с момента, как началась просрочка, да, я как банк обязана на 90 тысяч сомов, на 100 тысяч сомов, которые я вам выдала, сформировать резерв. То есть я как банк не получила свои средства, которые выдала в кредит, еще я должна формировать, еще нести расходы дополнительные. Да? То есть вот в этом плане я считаю, что вот, не совсем правильно устанавливать такие ограничения для банков, вот в частности для банков, потому что если отменят несудебное взыскание имущества, оно будет распространяться в том числе на банки. И внесудебное взыскание имущества, оно было, как мне кажется, оно было внедрено в закон о залоге, в Гражданский кодекс, именно потому, что в судебном порядке, как правило, взыскание имущества длится очень долго. Очень долго. И банк уже как бы через 90 дней он и так сформировал резерв, да, понес такие расходы, еще очень много времени он должен потратить на то, чтобы взыскать это имущество. А мы должны еще учитывать, Улугбек, то, что банки привлекают вклады со стороны граждан, да, и, допустим, таких, скажем так, положений, которые бы позволяли банку сказать: извините, уважаемые вкладчики, мы не можем вам сейчас заплатить ваши проценты, подождите 90 дней, да, пока мы там, или подождите год, пока мы вернем те средства, которые мы получили от вас и распределили, выдали в кредит, да, кому-то. Мы не можем вам вернуть. Таких положений нет. Банк обязан выполнять требования и начислять процент, выдавать проценты на вклады каждому гражданину в установленные сроки. Соответственно... Мисалы, банк бүгін мен кредит алған барсам, договорлар бар да, келісімдер. Анан жанагындай мүлктү алып койгонго сиздер макулдугун алмайынча акча бербейсиздер да, мисалы? Да. Бул кандай болуп калат эми? Здесь, смотрите, еще такой момент, да, очень правильно вы отметили. Вот было сказано, что внесудебное взыскание имущества противоречит Конституции, да? В статье 12, в которой говорится. Здесь вот здесь хотелось бы отметить, очень часто применяют эту Конституцию, но, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что там очень ясно сказано, что изъятие имущества не допускается без волеизъявления сторон. Если нет воли сторон, то не допускается изъятие имущества, и это должно быть только по решению суда. Но поскольку я, или вы, или Байке, или все граждане нашей страны обращаются в банк, получают кредит и соглашаются с правилами банка, подписывают кредитный договор, подписывают договор залога, подписывают соглашение о внесудебном взыскании имущества, то есть они соглашаются с тем, что если я не выполню свои обязательства и допущу просрочку, да,
в выплате своих денежных обязательств перед банком, то у банка есть основания начать процесс внесудебного взыскания имущества. Я подписываюсь под этим, я выражаю свою волю. Соответственно, 12 статья Конституции не может применяться в данном случае, поскольку волеизъявление сторон было и как со стороны банка, так и со стороны заемщика. Поэтому вот в этой части, мне кажется, вот говорить, что внесудебное взыскание имущества является антиконституционным, не совсем корректно. Можно я перебью? Чулпон, я хотел бы вот спросить, вот если вдруг человек отказывается подписывать соглашение в внесудебном порядке, вы выдаете кредит или нет? Ну, это, конечно, зависит от кредитной политики. Нет, вы скажите да или нет? Ну, как практика у вас? Как правило, если банк предусматривает несудебное взыскание имущества, и заемщик с этим не согласен принципиально, то банк дает право обратиться в другое кредитное учреждение. То есть вы отказываете, да? Как Получается, правило, да. получается, вы этим соглашением вы ссылаетесь, что есть воля, но это вынужденная воля. Фактически вы его понуждаете. Человек, который нуждается в деньгах, ему больше нигде не взять деньги, как в банке. Я не соглашусь Понимаете? с вами. У нас в Кыргызстане... Это, например, вот, к примеру, да, пришел товар на таможне, ему надо срочно растаможить. Ну, где он возьмет деньги? Только в банке. Вы ставите такие условия, которые он должен согласиться. И в любом случае договор не будет подписан, кредитный, и договор залога не будет. То есть, фактически, вы этим соглашением вы понуждаете его, оказываете на него физическое давление. Это во-первых. Нет, физическое навряд ли. Ну, давление имеется моральное, может быть, я неправильно выразился, фактически, да? Вы на него давите, и он вынужден это сделать. Вы сейчас сами согласились, что вы его отправляете в другой банк. Но это правило для всех банков, вы все едины. У вас одни и те же договора, одни и те же согласованность, правильно, да? Что касается вот рассмотрения дел, да? Рассмотрение дел. Вы знаете, что если человек как бы недобросовестно отнесется к оплате долга, да, он всегда найдет повод, чтобы продлить этот срок. Он может обратиться в суд, да? К примеру, он может обратиться, признать залог недействительным. Естественно, суд обязан этот иск принять и рассмотреть. Потом он может признать соглашение недействительным. Потом он может оспорить оценку, потому что оценка слишком низкая. Вы говорите, что банки много теряют, что это убыток. Но вы уже, оценивая имущество, свои убытки туда закладываете. Понимаете? Почему? Потому что вы оцениваете имущество намного ниже, чем рыночная стоимость. Вы с этим согласитесь. Если у меня есть квартира за 100 тысяч, рыночная стоимость, вы ее оцениваете 50 тысяч и реализуете по стоимости 50 тысяч, согласно договору. То есть вы забираете это имущество в несудебном порядке и же можете сами продать и получить прибыль, потому что вы же продаете по коммерческой цене, не по той цене, которая указана в договоре, а по коммерческой. То есть у вас уже заложено все ваши убытки, все ваши расходы и так далее. Об этом все знают, в принципе. И вы тоже об этом говорите своим клиентам, что вы, если что, понесете те расходы, поэтому мы занижаем стоимость такую-то, примерно. И говорит о том, что вы якобы, проигрываете, когда надлежащим образом не оплачено, ведь договор залога – это что? Это обеспечение возврата долга, правильно же, да? В этом все и заключается. То есть вы залог уже фактически оцениваете по той цене, которая вам выгодна. Туда включаете убытки, и эти 90 дней, и 100 дней, и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что ваши доводы, в принципе, я их понимаю, но они не так уж убедительны для простого человека. Что касается, что дела рассматриваются так долго и так далее, и так далее. Дело в том, что вот этот внесудебный порядок был внесен изменения в 2007 году. Да? В 2007 году было внесено ряд законопроектов в пользу бизнеса. Понимаете? Это касается банковской системы, это касается сроков. Вы знаете, да, сроки?
когда говорят, срок прошел, все, не рассматриваем. То есть очень многие люди потеряли свое имущество из-за нового введения этого закона. В то время действительно был... Сөзіңізге қыстырма, бирок жарандардын бүгүнкү күндө кредит алуучулардын жоопкерчилигине болгон жоопкерсиздигинин айынан болуп аткан жокпу бул нерсе? Үйлөрүн алдырып, мисалы үчүн ушундай бир көп залакка тартып атпайбы? А булар дагы кандай кылат анан? Булардын дагы бир айла кеткендеги ушул жарандар баарысы жанагындай кредитти алып туруп, анан жанагындай колунан эч нерсе келбейт деп кийин жанагындай ыкмалар таап эме болуп калбайбы? Я хочу сказать, вот, если посмотреть практику, всегда решается в пользу банка. Нету, мы осмотрели очень много дел, рассматривали, и всегда суд выносил в пользу банка. Это говорит о чем? Что, в принципе, судебная система на вашей стороне. До 2007 года внесудебного порядка не было, и все, значит, долги взыскивались в пользу банка. И говорит о том, что сейчас в связи с вот этим вот введением внесудебного порядка, значит, удовлетворяются ваши требования, это, скорее всего, неправильно. Почему? Потому что и ранее удовлетворялись. Что касается возврата долгов, мы просто ставим вопрос. Очень много добросовестных есть, которые своевременно оплачивают долги. Если не возвращают, они добровольно могут передать имущество. Правильно же, да? Таких же много же, как в принципе. Ну, есть. Да, есть, такие. да? Не могу сказать, насколько много. Поэтому единственное, в любом случае, если даже внесудебный порядок будет обжаловаться, это будет все решаться в судебном порядке. Не лучше ли сразу обратиться в суд и вынести решение о взыскании этой суммы? Дело в том, что, Бек, получается, вот эта инициатива законодательная, она распространяется вот в случае, если это заемщик и юридическое лицо тоже. Можно я сейчас договорю уже? И юридическое лицо тоже. То есть в данном случае получается... Вот еще хотелось бы что сказать. Во-первых, вот как бы вот из справки обоснования об этом тоже сказано. И приводятся примеры, когда заемщик физическое лицо, то есть гражданин нашей страны. Да? Но уже существует законодательно закрепленное требование, ограничение точнее, которое предполагает, что если это единственное жилье, предмет залога гражданина нашей страны, то банк или какой-либо другой залогодержатель, да, не имеет права его взыскивать во внесудебном порядке. В любом случае, если это единственное жилье, взыскание будет происходить в судебном порядке. То есть внесудебный порядок, иными словами, будет распространяться только на тех граждан, у которых есть 2-3 жилья, да, там, квартиры, несколько квартир, там, домов, несколько недвижимых имуществ. Соответственно, в этом случае банк имеет право применить внесудебный порядок взыскания имущества. А если это его единственное жилье, то, соответственно, только в судебном порядке банк пойдет и будет взыскивать это имущество. Поэтому вот эта инициатива законодательная, она не решает проблему граждан как таковой, потому что у нас, я думаю, большая часть граждан, в основном владельцы единственного жилья, да, это вот средние слои населения, да. И потом вот то, что было сказано, что вот вы, банки, все равно ограничиваете право, там, психологически на них влияете. Нет, абсолютно нет. У нас в Кыргызстане действует 25 коммерческих банков, гораздо больше микрофинансовых институтов. Да? Всегда есть право и возможность у любого гражданина принять решение и обратиться в тот или иной банк. Сейчас я вам скажу, внесудебным порядком взыскания имущества применяют не все банки. Более того, скажу, меньшая часть из 25. В основном все идут в судебном порядке, и если основания возникают, они идут на это. Но просто вот почему мы выступаем против этой инициативы, мы считаем, что у банка в любом случае у банка, как у залогодержателя, должно быть право выбора, механизма возврата средств, которые он, значит, выдал, да, в свое время. Потому что у банка есть такие же обязательства перед инвесторами, перед вкладчиками, да? И они не менее жесткие, чем те, которые устанавливает банк для граждан. Банк алып койду үйдү. Анан ага чейин 5-6 жыл төлөгөн сумма акчасы бар да. Алар эмне болот? Кандай болуп калат? Кайтарып береби? В данном случае вообще хотелось бы сказать, вот, Национальный банк, он определяет требования для банков
обязательно устанавливать в своей кредитной политике положения, связанные с работой, да, в таких сложных ситуациях, когда заемщик не может вернуть кредит. То есть банк должен обязательно предусматривать в своих кредитных политиках положения, связанные с возможностью пролонгации кредита, реструктуризации кредита. Да? То есть в этом случае, я не знаю, вот вы говорите банк, но это возможно не в случае банка, а в случае, ипотека, правда, привели пример ипотеки. Но я думаю, что в данном случае желательно, конечно, обращаться с заявлением к банку с просьбой о пролонгации, реструктуризации, объяснении причин, почему не произошла, да, своевременная выплата. Я думаю, что в принципе банк должен идти навстречу заемщику и не принимать скоропостижные меры для того, чтобы взыскать это имущество, потому что банк, прежде всего, заинтересован в возврате средств, а не в том, чтобы отобрать это недвижимое имущество и потом решать проблему того, как ее продать. Тем более рынок недвижимости, вы сейчас знаете, да, очень снизились объемы продаж, сколько мне известно. По тому вопросу, что продажи, то в данном случае законодательством предполагает, если все-таки дошло до взыскания имущества, и банк все-таки взыскал это имущество, то там, значит, будет, конечно, учитываться та реальная сумма задолженности заемщика. Да, если заемщик платил, и там осталось совсем немного, да, заплатить, то в этом случае, если банк реализовал недвижимое имущество и возникла разница между суммой задолженности и суммой, за которую банк продал, то Национальный банк, он еще, кстати, обязывает банки осуществлять переоценку недвижимого имущества, как прочей собственности. Вот, поэтому, как бы, по идее, согласно законодательству, банки, возврат должен быть разница после продажи. Вообще, да, вообще банки, и вот здесь еще тоже хотела бы сказать, что банки, в принципе, как правило, да, применяют другие механизмы. То есть, если даже они взыскали это имущество, то они делают, значит, оформляют договор и, допустим, как бы, я не знаю, купли-продажи, не в купли-продаже, я извиняюсь, забыла этот термин, то есть дают возможность заемщику жить в этом доме, фактически, в собственном доме, значит, и в рассрочку выплачивать стоимость, остаток стоимости, да? То есть вот как бы такие механизмы применяют банки сегодня. Да, это работает. Это работает. Анан жарандардын проблемасын көйгөйүн чечип бере албай тургандыгын белгилеп кетти да жада. Кандай бул что касается вот банковской системы, я не хочу сказать, что все банки якобы коррупционные и так далее. Мы не говорим о банках конкретно. Вы просто как банк заинтересованы, чтобы вот эта норма осталась, правильно? Потому поэтому, что она затрагивает банки. Но мы хотим поставить всех, значит, в равные права. То есть банки, вот эти вот ростовщики, например, черные, да, которые, да, они почему идут этим ростовщикам? Потому что банки им отказывают. Если бы вы не отказывали, в любом случае вы могли бы по решению суда взыскивать, делать пролонгацию, реструктуризацию, как вы говорите, и так далее, в интересах граждан. Это, в принципе, можно сделать. В любом случае деньги будут взысканы, правильно, да? Рано или поздно. Мы хотим сказать, мы не можем, например, для банка написать один закон, одну норму, да, для людей, которые имеют 3 квартиры, одну норму, для тех, кто имеет однокомнатную, то есть одну квартиру или 3 комнаты там, или так, и так далее. Отдельные законы мы не можем написать, вот в чем дело. Если бы это так было бы, мы хотим в равные условия поставить всех граждан, независимо, сколько они имеют домов, сколько они имеют квартир и так далее. Закон должен быть един для всех, независимо от того. Поэтому мы и ставим вопрос, что это, может быть, конечно, вас затрагивает, конечно. Мы считаем, что вот это внесудебный порядок, мы же оставляем же в своих нормах, которые мы сейчас хотим это включить, порядок добровольного, вот именно добровольного, не судебного, она будет называться добровольная передача. То есть если гражданин видит, что он не сможет оплатить, он, в принципе, может сделать с вами соглашение и передать это имущество в счет погашения долга.
принципе, природа одинакова, что внесудебный порядок, что добровольный. Но здесь в чем разница идет? В том, что внесудебный порядок, она будет заключаться до получения кредита, правильно, да? Так получается, да? А добровольная передача уже заключается после того, когда человек уже фактически понял, что не может выплатить свой кредит, погасить свой долг и добровольно передаст свое имущество. Знаете, вот я думаю, что вот уже было отмечено, внесудебный порядок вот сейчас, на сегодня, он срабатывает только в том случае, если заемщик ответственно подошел, да, изначально к получению кредита и понимает свою ответственность и обязательства, и, значит, как бы чувствует вину, да, за то, что не выполнил свое обязательство перед банком и отдает, да, свое имущество, говорит, я не могу заплатить, у меня нет денег, заберите недвижимость. И как правило, даже вот во внесудебном порядке, это по времени занимает, ну, 3 месяца, да, сам процесс внесудебный. На всех этапах банк готов идти навстречу к заемщику, он никогда не говорит, нет, все, иди, да, я тебя видеть не хочу, да, наоборот. Банк всегда идет на контакт заемщик, говорит, давай решим вместе, найди покупателя, сам продай, да, такие варианты тоже на практике бывают. Вот, поэтому, как бы, если заемщик грамотный, он будет находить возможности продать эту недвижимость самому по выгодной цене, оставить себе деньги, да, и заплатить банку. Но вот то, что предлагает сейчас законодательная инициатива, это, то есть, это не сработает. Почему? Потому что внесудебный порядок не срабатывает, и мы все вынуждены судиться, потому что заемщик очень часто, нередко, к сожалению, такие ситуации, когда заемщики не совсем дисциплинированы, скажем, Ну, не совсем ответственны. Я с этим соглашусь. И вот если гражданин не ответственен, не дисциплинирован, он не пойдет на этот механизм, он добровольно никогда не передаст. Но вы же понимаете? говорите, что есть добросовестные, Есть. которые понимают и Ну, соглашаются. Поэтому надо оставить несудебный порядок, а в судебном порядке в любом случае, пожалуйста, в любом случае это в судебный порядок перейдет и будут судиться. А вы сейчас хотите вообще исключить эту возможность, даже если это заемщик с 10 квартирами, да, даже если это заемщик юридическое лицо, вы хотите исключить вообще этот механизм из законодательства в целом, что, с чем мы не считаем. Чолпон эже, банк системасынын максаты кандай? Кыргызстандагы банктардын. Ну, банковская деятельность – это предпринимательская деятельность. Да? То есть это бизнес, надо понимать так это, что банки за счет собственных либо привлеченных средств осуществляют различные виды банковских операций. Закон о банковской деятельности дает перечень этих операций, которые банки имеют право осуществлять на основании лицензии. Это и кредитование, это и привлечение вклад, это и вклады, да? Это и другие Элдин виды жашоосун операций. жакшыртыш да, мындай жалпак тил менен сүйлөгөндө. Ну, мне кажется, знаете, Элге жардам берүү, элдин социалдык жашоосун оңолтуу. Конечно, банки направлены на поддержку бизнеса, да, их деятельность, кредиты выдаются, как правило, с какой-то целью, да, то есть у каждого кредита есть целевое назначение. Бул жерде бир логикага карап көрсөк, эл байыбай, элдин социалдык жашоосу, бизнеси, сиз айткандай, өнүкпөй, банктардын жашоосу, банктардын чоңойгондугу, банктардын өнүккөндүгү көрүнүп атат да. Анан бул жерден ушул көйгөй жаралып аткандыгында бир алар өз максатын аткарбай жатышат да. Ну, знаете, я буду... Элди кыйнап бүгүн ошол именно ошол үйүн тартып алып, ушинтип көйгөйлөр жаралып, эл наразы болуп, канчасы өлүп анын артынан, канчасы турмушунан ажырап, не деген кордуктар болуп атпайбы? Анан бул максатын аткарбагандыктын натыйжасынан болуп атабы ошол? Нет, я думаю, что здесь немножко неправильно подход идет. Это мое мнение. Я сейчас не высказываю мнение Союза банков Кыргызстана, я говорю свое личное мнение как юриста, просто как гражданина своей страны, да. На мой взгляд, вообще банковская система – это фактически кровеносная система экономики нашей страны. И это в любой другой стране. Каждая страна более-менее развитая имеет свою банковскую систему. Без банковской системы никто из нас не будет доступ иметь возможности перевода денежных средств или, не знаю, там, оформления расчетных счетов и так далее. Нет, вот, кроме кредитов там процентов нет. Да, ну, подождите, я хочу сказать, что здесь
проблема, мне кажется, нельзя говорить, что банки во всем виноваты, банки богатеют, а граждане беднеют, да? Нет. Эмнеге төлөй албай калатышат, Нет, кредит алып төлөй понимаете, алып атышпайбы, үйүн алып тартырып жүрүп атпайбы? здесь же, видите, здесь же надо смотреть на экономическую ситуацию в стране. Глобально давайте смотреть на проблемы. Может быть, кризис в стране, платежеспособность упала у потенциальных покупателей моего бизнеса как предприниматель. Соответственно, я не зарабатываю столько, сколько я запланировал платить. Политическая ситуация в стране, инвесторы не приходят в страну, например. Да? Я не имею возможность, как сельхозпроизводитель, свою продукцию импортировать в Казахстан или в Россию, потому что у нас нет лабораторий, которые бы предоставляли сертификат качества, а мою клубнику возвращают казахи и говорят, что она там какая-то не такая качественная, не соответствует техническим регламентам. Я условно говорю, да, еще примеры привожу. То есть разные причины влияют на то, что сегодня наши предприниматели страдают и не могут выплатить свои кредиты. Это не есть то, что банки такие злые, плохие и на всех там наседают. Просто есть законодательство, есть договорные отношения. То, что в результате объективных причин заемщик не смог выплатить кредит, это не есть, скажем так, это не есть вина банка. Банк здесь не виноват. Агай, сизге деле ошол Я так суроодо считаю. бүгүн элдин жашоосу оңолбой, банктардын жашоосу оңолуп атат деген маселе айтылат. Анан чын эле максатына бир кандай болуп аткарып атат, сиз кандай токтолосуз эксперт катары? Я считаю, все-таки банки должны работать ради людей. Канткенде элдер жанагындай үйүн тарттырбай калмак. Во-первых, они маселенин должны наркы жагы. работать ради людей. Почему? Если не будет людей, то и банковская система никуда не будет работать. Потому что люди, тот же бизнес, она составляющая часть, это наши граждане Кыргызстана. Вы с этим согласитесь, да, Чулпон? Поэтому я считаю, вот эта одна норма, в принципе, она ничего фактически не меняет. Если даже она останется, наша инициатива, даже если даже не пройдет, да, она в принципе останется. Но у людей возник ассоциация того, что банки есть банки, понимаете, да? До этого момента, до 2007 года, 6 лет вот эта внесудебная система существует. Раньше работали без этой нормы и нормально справлялись, и банки наши работали. Можно? Поэтому нет. Да. Я хочу сказать, что в принципе мы не говорим, что банки наживаются на людях. Нет, такого у нас нет понятия. Но мы хотим поставить в один ряд все кредитные учреждения, все физические лица. У вас даже, может быть, приток людей будет больше, если вот это уберут. Потому что дело в том, что люди не понимают, когда им говорят, что внесудебный порядок, то есть без вас мы можем забрать имущество, они же боятся. То есть это как бы правовой нигилизм, такое есть слово, да, когда люди, в принципе, нужно объяснять. Можно, Улукбек, можно буквально пару слов скажу, да? Поэтому, Чулпон, все-таки я считаю, что в интересах банка эту норму все-таки убрать и работать, как и раньше. Это было бы хорошо. Как для граждан, как для предпринимателей, так же и для бизнеса тоже. Ну вот если вы переведете всю судебную систему, там возникнут судебные издержки, которые... Да? Я понимаю. Которые понесет в любом случае здесь и судебная система Поэтому тоже имеет признаки коррупции. Да, я с этим согласен. Я полностью согласен. Почему? Потому что судьи при принятии решения, они очень много моментов упускают. Потом можно сказать, банки, да, они как бы все-таки хотела бы по поводу вашего предыдущего вопроса сказать, поскольку банки, они направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, да, они оказывают поддержку в виде выдачи кредитных ресурсов. Но если возникают какие-то сложности, и заемщик не идет навстречу к банку, да, не идет на контакт, создаются вот эти основания, да, которые для которых банка являются основанием для взыскания имущества, то, конечно, тогда банк вынужден взыскать, потому что других возможностей для погашения кредита, да, у него нет. Но, опять-таки, я хочу сказать, банки, в принципе, не заинтересованы в этом как таковой. Если заемщик идет изначально на контакт, вопрос всегда будет, я думаю, что будет решен, потому что мы сколько обсуждаем с банками, они всегда говорят, мы готовы работать с банками. Потом, после революции, да, после известных событий 2010 года, сколько было пострадавших заемщиков?
предприниматели, которые пострадали, там, их магазины разгромили, разворовали, еще что-то сделали, да, около миллиарда сомов Улугбек банки списали заемщикам. Просто потому, что вот он не смог платить. Ушул бүгүнкү темабыз жөнүндө конкреттүү бир 30 секундалык убакыт берели. Эмне кылыш керек, эми кандай кылыш керек конкреттүү айтып коюңуз, кайрылып элге. Хорошо. Я вот в ходе обсуждения очень часто тоже, да, как бы мы говорим, граждане не понимают, что, да, на что они идут, да, не понимают, что они подписывают, что такое внесудебное искание и так далее. Я считаю, сейчас очень серьезный, очень низкий уровень правосознания граждан и очень низкая финансовая грамотность. Люди, когда берут кредит, они элементарно не подсчитывают, сколько, да, они должны будут банку, реально. И если не погасить, у меня будет возможность заплатить или нет, да, вот эти моменты они не рассчитывают. Поэтому сейчас, мне кажется, на государственном уровне должна проходить серьезная работа по повышению финансовой грамотности населения и правосознания граждан. Банки, вот мы как банковский сектор, Союзбанк, мы в этом направлении уже работаем сейчас. Но хотелось бы, конечно, и государственно, чтобы это было на уровне государства. Во многих странах это делается вот под эгидой государства. Я, в принципе, с Чолпон соглашусь. Почему? Потому что люди не оценивают свои риски. Ведь любое дело, любой бизнес – это риск. Это во-первых. Во-вторых, все-таки я считаю, что если вы, значит, поддержите средний бизнес, да, средний бизнес во всем мире у нас является как бы основным таким экономическим показателем. Чем больше среднего бизнеса, чем больше вы им будете помогать, тем больше и государство быстро встанет на ноги. Не тем там, значит, застройщикам, которые они строят дома и получают большие кредиты, естественно, они продают эти квартиры и погашают задолженность. В первую очередь нужно поддержать именно тех людей, которые занимаются средним бизнесом. Средним бизнесом у нас занимаются те, кто продают картошку, покупают скотину, осенью опять перепродают и так далее, и так далее. То есть это было бы хорошо, если бы вы поддержали. И одним из таким бы вкладом явилось бы, если бы вы вот это вот с нами согласились и убрали бы внесудебный порядок взыскания. Чоң рахмат, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түшүнүктүн бул жолку берүүсүнө күбө болдуңуздар. Бүгүнкү чыгарылышта биз насыя алган жана берген тараптардын ортосундагы жаралып жаткан көйгөйлөрдү талкууладык. Албетте бул тууралуу эки тараптуу ойлор айтылды. Сиздер туурасын талдап баа берип алат деген үмүттү биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Студиябызга бүгүн Кыргызстан банктар беримдигинин юристи Чолпон Самсалиева жана коррупцияга каршы күрөшүү ишкердик кеңешинин эксперт Өмүрбек Закиряев келди. Саламатта болуңуздар.